Всем привет! Меня зовут Кадыржан. Я механик по техническому обслуживанию воздушных судов авиакомпании Air Astana. Сегодня я приглашаю вас посетить сердце нашей авиакомпании, инженерно-технический центр, и узнать о работе инженеров. Каждый день перед тем, как приступить к своим обязанностям, мы проходим КПП. Поскольку ангар находится на территории аэропорта. У всех есть своя форма, и мы не исключение. В таком виде вы можете видеть нас, когда мы осматриваем самолет. Обязательно для нас является светоотражающий жилет для безопасности, радиостанция для связи и, конечно же, удобная обувь, так как площадь нашего ангара более 5500 квадратных метров, и нам приходится много ходить пешком. У нас тоже есть офис, где нам распределяют задачи. Давайте узнаем, что сегодня мне предстоит выполнить. Ну все, пошли, впереди у нас интересный, насыщенный день. В авиакомпании Air Astana работает 350 инженеров. Работаем мы по графику 4/4, 2 дня и 2 ночи, потому что самолеты у нас летают круглосуточно. Если кратко, наша задача обеспечить безопасный и комфортный перелет для пассажиров. Сегодня мне предстоит замена шторки, поменять кофемейкер и разобраться с сломанным сиденьем. Пошлите на борт. Первое задание выполнено, кофемейкер готов. Второе задание – замена шторки. Второе задание выполнено, поменена шторка. Третье задание – замена механизма неработающей спинки. Сиденье отрегулировано, третье задание выполнено. Каждый день у нас на работе происходит что-то интересное. Например, бывает так, что нас приходится срочно командировать в другой город, где нет нашей инженерно-технической базы. Сложнее всего, если подобные ситуации происходят за рубежом. Поэтому на всякий случай всегда нужно иметь при себе летный пропуск. Быть авиационным инженером – это бросить вызов самому себе. Нужно быть сосредоточенным, собранным, все время учиться, принимать решения быстро, иметь хорошую физическую подготовку. Но в конце смены понимаешь, что все удалось. Я благодарен себе за выбор профессии. Самолетам присущ романтичный образ. Может быть, это связано с желанием человека летать, но для меня самолет – это сложное техническое средство передвижения. Здесь нет прощения ошибкам. Это связано с риском для жизни пассажиров и экипажа. Поэтому в авиации есть практика проверки и перепроверки каждого этапа работы. Кадыржан, в общем, займемся устранением этих дефектов в ближайшее время. Мы учимся чему-то новому каждый день. Помимо самолетов Air Astana и Flyrstan, мы обслуживаем воздушные суда других авиакомпаний. Например, Lufthansa, Turkish Airlines, Аэрофлот. Мы ценим их доверие.
641, подскажите рейс. 641 отработал, 25 4 75 как приняли? Спасибо, 75 приняли. В РСТНУ я пришел в 2018 году. Сейчас у меня категория А среди механиков. Самая высшая. Это значит, что я могу самостоятельно выполнять определенный спектр работ на борту. 3 года – небольшой срок, но за это время я научился самостоятельно выполнять работы по салону, заменять колеса и тормоза. Когда я выпускаю борт, в первую очередь я думаю о безопасности пассажиров, чтобы самолет, вылетев с точки А, благополучно приземлился в точку Б. Я всегда хотел связать свою карьеру с авиацией. Когда учился в школе, хотел стать пилотом, но впоследствии выбрал профессию инженера. Мне эта работа показалась интереснее, потому что сам люблю чинить и разбираться в сложных схемах. Я поступил в Академию гражданской авиации на механика. По окончании меня приняли в авиакомпанию Air Astana. Мы все время учимся. Мы должны уметь чинить все, от двигателя самолета до бортового чайника. Вот и подошла моя смена к концу. Спасибо, что были сегодня со мной. Надеюсь, всем понравилось. Напишите в комментариях, о чьей работе авиакомпании Air Astana вы хотели узнать в следующем видео.